Добрый вечер. За прошедшую неделю в отделе внутренних дел города зарегистрировано 29 преступлений, в том числе 1 грабеж личного имущества, 3 кражи государственного имущества, 1 кража автотранспорта, 2 угона автомашин, выявлено 4 случая хулиганства и поступило 4 заявления о том, что из дома ушли дети и своевременно не возвратились. Как правило, причиной ухода служат плохие отношения в семье и бесконтрольность за поведением подростков со стороны родителей. По линии ГАИ зарегистрировано за неделю 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранены 5 человек. Выявлено 189 нарушений правил дорожного движения. Задержано в нетрезвом состоянии 13 водителей. Выявлено 7 случаев использования транспорта не по назначению. А теперь некоторые подробности. 18 апреля из раздевалки Центральной городской больницы похищена кожаная куртка. 19 апреля из кабинета Нюрнбергской ГРЭС путем свободного доступа похищены деньги в сумме 2100 рублей и документы. 19 апреля из гаража ППЧ-22 в поселке Серебряный Бор угнана автомашина «Москвич-412», госномер 0160 ЯКЛ, принадлежащая СТК ДОСААФ. 21 апреля неизвестные преступники проникли в кооперативный гараж в поселке Чульман и совершили кражу автомобиля ВАЗ-2102, госномер 3782 ЯК. 20 апреля 2 граждан при попытке проникнуть в коммерческий магазин «Русь» были задержаны работниками милиции. 20 апреля в темное время суток 2 молодых людей сорвали у женщины серьги, но были задержаны работниками милиции. В предыдущих выпусках мы предупреждали любителей анонимных звонков в милицию, что в дежурной части установлен прибор, с помощью которого можно установить звонившего и привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Но предупреждение не пошло на пользу. Так, 16 апреля в вечернее время в дежурную часть отдела внутренних дел позвонил неизвестный мужчина и принялся оскорблять работников милиции нецензурной бранью. С помощью специального аппарата в короткое время он был установлен и задержан. Хулиганом оказался гражданин Ураскин Олег Михайлович, водитель ПТП. Оказалось, что в тот вечер он выпил с приятелем 2 бутылки водки, что, очевидно, пробудило в нем храбрость анонимно высказать свою обиду на работников милиции. Его геройский поступок был расценен как мелкое хулиганство, за что ему пришлось уплатить штраф в сумме 50 рублей. Как нами уже ранее сообщалось, 25 января после выпивки в бытовке АБК-разреза гражданин Крылатых, вооружившись ножом, причинил телесные повреждения различной степени тяжести гражданам Стуликову и Степанову, за что он 18 апреля был осужден Нюрнбергским народным судом к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Еще интересный факт выявлен прокуратурой города Нерюнгри в феврале этого года. Гражданин Аушев, житель Чечено-Ингушетии, проживал в городе без прописки в течение 3 лет. В этот период времени он успел 2 раз жениться, при этом не расторгнув 1 брак. Поэтому милиция предупреждает всех граждан быть более внимательными и осторожными в своих связях. Напоминаем наш телефон доверия 21 7 30 и телефон дежурной части 21 6 38. До свидания.